Кыргызское село Аксай с населением около 5000 человек граничит с анклавом Варух, где проживает, по разным оценкам, от 20 до 35 тысяч человек. Село на протяжении 10 лет подвергается обстрелу и становится жертвой поджогов. Аксай пострадал и в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе в 2021 году в апреле. К сожалению, события повторились. Те, кто это сделал, сняли все свои преступления на камеру. Предлагаю вместе посмотреть эти кадры. После вторжения Таджикистана 16 сентября в социальных сетях появились кадры, где люди в гражданском захватывают школу и вывешивают флаг Таджикистана. Журналисты поликлиники установили, что это была школа имени Бороша Джанузакова в Аксае. Позже выяснилось, что школу подожгли, применяя коктейли Молотова. Далее появилась информация о судьбе охранника школы и его сыне. Об этом Салам Медиа рассказали члены его семьи. Атам жол көрсөтүп аларды. Болбой калгандан кийин аларды жол көрсөтүп качырып чыгарыптыр. Мектептенчи. Аларды качырып чыгарып, өзү успет кылбай калыптыр. Успет кылбай жерде атып. Мейли атып өлтүргөндө деле мейли эле бир жолу атып, үстүнө безин чачып кийгизип бериптир. Ийнимди болсо мояктан тутуп салган. В тот же день Министерство транспорта Кыргызстана сообщило о подрыве 36-метрового моста таджикскими военными, который ведет в Аксай. Данный мост является связующим звеном, через который осуществлялась доставка лекарственных средств, продуктов питания и других необходимых для населения товаров. Видео от подрыва моста появилось спустя 2 дня, 18 сентября. Мы установили примерную точку, откуда велась съемка. Это территория Кыргызстана. Происходит мощный взрыв, после чего оператор кричит «Таджикистан, вперед!». В конце видео мы можем наблюдать, что эти люди вооружены. Нас заинтересовал еще один кадр. Человек преклонных лет с седой бородой, вооруженный автоматом Калашникова, говорит следующее. Это видео появилось в сети 16 сентября. Он открыто говорит, что его вооруженная группа вторглась в Аксай. Мы установили его личность. Это один из старейшин анклава Варух, глава района Тоджикон Гафур Джураев. Мы нашли его аккаунт на Facebook. Судя по фотографиям, он принимал активное участие в прошлогодних событиях. В профиле имеются фотографии у водораздела «Головной», опубликованные 24 мая 2021 года. Позже ему вручили грамоту пограничных войск ГКМБ Таджикистана за поддержку политики президента. Похожую грамоту он получил и в мэрии города Исфары. На другом видео человек на таджикском языке рассказывает, что они пришли в Танги. Это селение рядом с Аксай. Есть еще кадр, где вооруженные люди в гражданском также сообщают, что пришли в Аксай. На других кадрах мужчина на таджикском сообщает, что они захватили кыргызские дома в Аксае. Такие дома правительство построило после военного столкновения в 2021 году. Есть и продолжение. Мужчина разрушает стены, сантехнику дома. Заметьте, в кадре горит дом, и справа все пространство покрыто дымом. Один из пользователей сети узнал дом своей сестры. Мы с ним связались. Он подтвердил эту информацию. Здесь не может быть сомнений, это действительно Аксай. Подытожим. Жителей Варуха вооружили автоматическим оружием. Они же 16 сентября вышли из анклава и направились в Аксай. В это время, предположительно, таджикские военные подорвали мост, ведущий к кыргызским селам. Коллеги, опираясь на данные карт НАСА, установили, что пожары в приграничном кыргызском селе Аксай, местностях Капчыга и Танги, начались 16 сентября в 12:27. Это совпадает со временем, когда были сняты видео. Тот самый Джураев на Facebook свои действия объяснил следующим образом. Бородатый, который участвует в войне, это я, житель Варуха, который защищает свою землю от захватчиков.
Человек не видит разницы между защитой своих земель и поджогом домов и школ в соседней стране. На самом деле действия Джураева можно расценить как терроризм, а его команду признать террористической группой. Почему так происходит? Варух – это анклав с площадью около 100 квадратных километров. Село Ахсай находится между анклавом Варух и таджикским селом Хаджаи-Ало. Между ними, согласно данным Google карт, около 5 километров. Жители Варуха пользовались дорогой, которая проходит по территории Кыргызстана. Через нее без проблем можно обеспечивать жителей анклава всем необходимым. Но власти Таджикистана хотят открытия других маршрутов, систематически применяя грубую военную силу. В этот раз масштаб агрессии гораздо больше. Это самое крупное столкновение на кыргызско-таджикской границе. Представитель президента Кыргызстана в Баткенской области Абдыкарим Алимбаев 19 сентября рассказал, что во время вторжения таджикской стороны только в Ахсае было сожжено 180 домов. К сожалению, есть и человеческие жертвы. О том, что над телами погибших глумились, рассказал глава Совбеза Марат Иманкулов во время пресс-конференции. Он заявил, что такое могли сделать только наемники из других стран. Информация о вторжении Таджикистана была донесена до международной общественности. Вчера президент Кыргызстана Садыр Джапаров выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыто заявил об агрессии Таджикистана. Он напомнил, что вторжение было и в прошлом году. Джапаров попросил ООН быть посредником в решении приграничных вопросов с Таджикистаном, так как Таджикистан подорвал доверие Кыргызстана. А пока жителям Ахсая и других приграничных сел остается только надеяться, что на границе будет спокойно и до прихода холодов их дома восстановят.